Вечер добрый. В прямом эфире на Абаза ТВ Амтаки Хацану. Программа о наших современниках, способных изменять к лучшему окружающую нас действительность. И сегодня у нас в гостях экономист, доцент АГУ Диана Дбар. Добро пожаловать в нашу программу. Добрый вечер. Диана Шамильевна, я, кстати, хочу сказать, что вот в день открытия такого делового форума, который вот ежегодно проходит, у нас вот в гостях экономист-финансист, но сразу оговорюсь, что это абсолютно такое совпадение и случайность, поэтому о деловом форуме, уже столько сейчас сказано в новостях, мы говорить не будем. А вот я хотела сказать, что я вас вот знаю практически с детства, наверное, у нас там общие родственники есть. И, честно говоря, сравнительно вот недавно, уже будучи взрослой, я узнала, что вы на самом деле экономист. Потому что вы для меня ассоциировались со всем вот этим общественно-патриотическим движением и так далее, и так далее. И с таким вот сухим экономистом, с финансистом, это все как-то у меня вот в моем представлении, вы как-то абсолютно не связывались. Я вообще хотела спросить, вы вот с профессией точно угадали? Если бы я была заново выбирала, я бы, наверное, выбрала что-то другое. Ага, значит, я что-то там углядела. Да. Ну, мы, наверное, об этом потом скажем, когда я расскажу о своем жизненном пути, как я выбрала эту специальность. Может быть, в этом есть какая-то случайность, но об этом потом. Хорошо. Вот еще такая интересная деталь биографии. Вы, насколько известно, дбаровцы, да, вот это выходцы из Гудаутского района, а родились вы в Творчале. Да. Давайте начнем тогда с того, с чем это связано. Спасибо большое. Вы мне напомнили годы моей жизни, начало моей жизни. Действительно, я родилась в далеком 57-м году в городе Творчал. Можно не уточнять. Ничего, все без кокетства. В далеком 57-м году в городе Творчал мой отец, Дбар Шамиль Таичевич, после окончания Великой Отечественной войны, участником которой он прошел всю войну, освобождал и Украину, наш родной Кавказ участвовал в военных боевых действиях на Кавказе, у нас в Абхазии, на Клухорском, Санчарском перевале, а потом его дорога пролегла дальше в Европу. Он освобождал Украину, Польшу, Краков, дальше форсировал орден, за что был награжден орденом Красной Звезды. Одер. Одер. И получил орден Красной Звезды, дошел, освобождал Чехословакию, и последнее ранение получил он в Лейпциге, в Германии, и вынужден был лечиться уже в госпитале. Для него в 45-м уже война закончилась, но потом было длительное лечение. И поскольку он был кадровым офицером, он учился в летном училище, которое не удалось закончить, потому что через 6 месяцев учебы началась война, ему пришлось переквалифицироваться. Он закончил войну старшим лейтенантом, получившим 4 боевых ранения, измученный, вернулся в Абхазию. И необходимо было, полученные ранения не позволяли уже продолжить такое дальнейшее обучение, карьеру военную. И поэтому в это время в Гудаутах был сельскохозяйственный техникум, в который он пошел и успешно его закончил, и получил мирную специальность агроном, виноградарь, винодел. Смотрите, практически после войны он практически стал, если приехал в Творчал, он стал шахтером. Но он работал в шахте. До шахты, но он вернулся к себе домой, в Гудауту, вернее, в Джирхву, и получил вот такую мирную специальность. Постажировался, но в дальнейшем ему не удалось трудоустроиться ни в каком винном заводе, и, может быть, от отчаяния, а может быть, какой-то зов коммуниста, который нужно было, тогда был такой клич, строился молодой Горняцкий город, и он попал в этот город, в Творчеле, в 50-м году. Вот. Стал работать на шахте,
4-й шахте. Сначала десятником, потом начальником участка, впоследствии стал работать на партийной работе, профсоюзной. Вот так он оказался в Ткварчеле. Ну вот в биографическом словаре есть его биография, я тоже ее читала, вот, да, я вот уже читала и думала, да, вот совсем вот там мальчишка, да, 21 год, Да. военная, там у него авиадесантная школа, потом военно-пехотное училище, когда его призвали, потом уже там Клухорский фронт, где он первое ранение получил, потом уже Украинский фронт, потом уже, вот как вы сказали, там пол Европы прошел, до Лейпцига дошел. И ну, такой молодой абхазский парнишка из села Джирхуа. Вообще, да, если подумать, Да. в тот период, да, что на плечи, да? Мы, конечно, в детстве... Он вообще рассказывал про это все? Конечно, мы были детьми ветерана, но так случилось, что папе Бог послал 3 дочери. И, может быть, потому что мы были девчонками, такие разговоры не инициировались с нами. У нас, может быть, были свои девичьи интересы, но мы слышали много рассказов на тех встречах. Потом, впоследствии, папа после шахты в 1969 году был приглашен как кадровый офицер на работу, поскольку в Советском Союзе тогда стали внедрять в средних школах начальную военную подготовку. Он был инструктором, да? Нет, он был учителем военного дела. И тогда... Это та школа, в которой вы учились, и ваши сестры? Да, и мои сестры, мы все учились в этой школе. Об этой школе я потом отдельно скажу, но вот доводилось знать о папиных делах, может быть, в публикациях, которые появлялись в газетах, на встречах ветеранских и так далее. Мы много чего знали. Ну, детство, как вы сказали, ваше и ваших сестер прошло в Ткварчале, да? Да. То есть ваш родной город, Да. ваша родная школа. Ну вот что этот город значил для вас, и все-таки вот каким видится вам его судьба вообще? Тяжело вздыхаете, я понимаю. Сегодня я могу только тяжело вздохнуть, потому что я свидетель расцвета этого города. Город, в котором я родилась, город, в котором я училась, город, который мы любили. Это был самый молодой индустриальный город нашей республики. Он был выстроен по всем правилам архитектуры. Я всегда отмечала отличие от нашего города от других вот районных городов, скажем, той же Гудаута, Чимчиры, потому что там были широкие проспекты, особенная архитектура, и это очень нравилось мне. Вот. Сейчас только впоследствии, когда повзрослела, я узнала о том, что в строительстве этого города принимали активное участие немецкие военнопленных, которых был там целый лагерь, поселение. И, возможно, они тоже привнесли свою культуру европейскую, и она вот так запечатлена была вот в нашем городе. Ну, да, эти так называемые сталинские дома, да, там эти великолепные, да, аллеи эти, да. И потом, вот это ведь шахтерский город, в котором было 8 шахт. И при каждой шахте был свой микрорайон, который тоже выделялся, было очень здорово. И потом дух ткварчельский, он особенный, потому что шахтеры – это люди, которые уходили с риском большим для жизни на подземные работы. Выходя оттуда, наверное, они радовались тому, что жизнь продолжается. Они общались, они дорожили дружбой, были очень чуткими друг к другу. Я эту атмосферу прочувствовала, потому что моя мама в качестве телефонистки работала на одной из шахт. И мне доводилось ездить в шахтерском автобусе и чувствовать эту атмосферу шахтерскую. Вот. Как они шутили друг с другом. Всякий раз, когда автобус подъезжал к очередной остановке, они приветствовали своего товарища шутками и так далее. А когда случалась какая-нибудь беда в городе на какой-нибудь из шахт, то переживали об этом весь город. Такое тоже случалось. Кстати, по-моему, при какой-то аварии, да, и отец тоже попал, да? Там какие-то увечья он получил именно в шахте. Да, было в шахте. Поэтому вот он вынужден. Дело в том, что ему пришлось заменить кого-то. Заменить, и он вышел
на работу в подземную, и там произошла авария, в результате которой он очень серьезно получил увечья и ушел на пенсию. Вот в этот период было сделано приглашение в школу. Скажите, пожалуйста, Да. вот несмотря на вот весь этот риск, да, вообще немножечко, да, вот эта жизнь шахтера, что она давала? Были какие-то льготы, да? Конечно. Было вот что-то, что компенсировало это все? Вот? Шахтеры получали очень высокую зарплату, может быть, даже больше, чем какой-нибудь чиновник, который сидел в городской власти и так далее. Это одно. Потом это был город, который находился на особом снабжении, называлось так, Орс. Это я тогда не знала, что это значит. Это отдел рабочего снабжения. И продовольственное обеспечение, промышленные товары, они там были, проблем таких вот в мое время, по крайней мере, не было. Я знаю, что город снабжался неплохо. Вы хотели что-то о школе своей сказать? Да. И так вы поняли, что и папа, и мы все были в одной школе. Вот один эпизод хотелось, связанный с папой, рассказать. Творчильская вторая средняя школа, она была построена. Ну, это русская Да, школа это была. русская школа. С русскими преподавателями. С русскими преподавателями, о которых я вспоминаю с величайшим уважением и большой благодарностью. Ну, это сильная школа была, она гремела в то время, да. Да, Даже я застала. Да, этот период. и я... К сожалению, наверное, уже мало осталось моих учителей, которые меня учили. Наверное, может быть, даже и не осталось. Но память о них у меня всегда светлая, потому что они были одержимы своей работой. И это понимается, к сожалению, значительно позже, когда сравниваешь их труд с трудом других школ и так далее. Каждый предмет был на своем месте. Физкультура проходила великолепно. Это был замечательный спорт. Ну понятно, да. Понятно. Всё... Сейчас уже вы с высоты вот вы все это идеализируете, я понимаю. Нет. А что вот это за случай вот этот был, что вы сказали, Да, с папой вот связан? с папой связаны. Когда он оказался в школе, коллектив этой школы очень его поддержал. Поддержал в том плане, что в оформлении кабинетов, стендов, по строительстве тира единственного по всей Абхазии. И папа тоже работал очень заинтересованно. Школьники очень уважали его, проявляли интерес. Наверное, вот если в архиве у папы можно найти и сейчас открытки, письма, которые писали выпускники школы, поздравляя его то ли с Новым годом и так далее. Наверное, это о чем-то говорит. Но я не об этом сейчас. Дело в том, что в 50-м году была построена наша школа, ровно за 3 каникулярных месяца. Об этом тогда тоже я не знала. Но побывав на юбилее нашей школы с Олегом Алексеевичем... Здание не за 3 месяца построили? За 3 летних месяца была построена 3-этажная школа. И потом, когда был... Да, качественно была построена. Добротная, и сейчас стоит. Кстати, я думаю, если сейчас какое-то здание за 3 месяца построить, то я просто боюсь в него войти. Да. Кстати, выпускником нашей школы является Олег Алексеевич Гварамия. И мы с ним были на юбилее школы. И там в докладе озвучили, что она была за 3 месяца построена, и я открытие для себя сделала. Так вот, папа занимался военно-патриотическим воспитанием детей. И тогда в советское время были такие всесоюзная игра, зорница, поисковые работы и так далее. Выяснилось такое обстоятельство, что в день начала войны, 22 июня 1941 года, 2 выпускных класса нашей школы ушли вместе со своими классными руководителями на войну, добровольцами. Это очень событие, очень серьезное. Но о судьбе этих классов никто ничего не знал. И папа со своими учениками взялся за эту работу, провел ее, и выяснилось, что из 2 классов, я количественно не помню, сколько это было, но в живых осталось всего 6 человек.
За проведенную работу, да, потом учитель черчения, она была очень способной женщиной, она выложила в холле нашей школы, и сейчас есть доска памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», в которой увековечены имена выпускников нашей школы, которые вот были на войне, отдали жизни. У нас была встреча в школе по поводу того, что школа была награждена, и папа лично, грамотой газеты «Известия». Это серьезная газета, которая издавалась в Москве. Да. В Москве. И для вручения этой награды министр образования Абхазии Алексей Несторович Джонов приехал в город. Было торжественное мероприятие, парад. И вот то есть это вот все за эту поисковую работу, за да? эту поисковую работу. Я тоже была тогда старшеклассницей и участвовала в этом мероприятии. Вот такое было. Кроме того, школа, значит, папа осуществлял много походов по боевым местам. Они бывали на Клохорском перевале, устанавливали мемориалы и так далее. Такое военно-патриотическое воспитание, да, это было тогда. Но мы подошли к тому моменту, все-таки, может, вы нам скажете, почему вы стали все-таки экономистом? Вот. Экономистом я совершенно не собиралась становиться. Это, можно сказать, даже не хочу, чтобы студенты мои об этом много знали, но так получилось. Дело в том, что я старшая в семье, и я первая прокладывала такой свой жизненный путь. Да, и помимо всего, я знаю, что все ваши сестры тоже экономисты. Я, можно сказать, родоначальник династии экономистов в нашей семье. Но поступать я уехала в Ростов со своей одной одноклассницей на филологический факультет пединститута. Моим языком был, который я изучала в школе, это был немецкий. Но когда мы сдали документы, я же еще такая была трусиха, я увидела, что конкурс очень серьезный, 25 человек на место, я растерялась. И моя подруга тоже. И мы забрали свои документы и побрели дальше по проспекту. И чисто случайно, в общем-то, это в Ростове, мы набрели на этот институт. Это был достаточно престижный вуз, но конкурс там на это был несколько ниже, 10 человек на место. Это вас воодушевило? Это нас воодушевило, и так я случайно стала экономистом. Поступила на финансово-экономический факультет Ростовского института народного хозяйства. Понятно. Да. Хорошо, у нас сейчас небольшая передышка, и мы вернемся в студию. Мы в прямом эфире. Диана Дбар у нас в гостях. Диана Шамилевна, вот, ну, вы сейчас рассказывали о своем детстве, об отце, о воспитании таком, о том советском. Но все же вот это осознание того, кто вы, каково вот ваше место вот в этой стране, когда оно пришло, вот это осознание. То есть я хочу вот этот на путь, вот тот вот, когда вы встали вот на путь общественно-политического самосознания. Как ни странно, это произошло далеко от родины. Я вам говорила, как много дала нам наша вторая средняя школа. Там было все замечательно, но был один недостаток, который я до сих пор ощущаю. В то время в нашей школе не обучали нас ни истории Абхазии, ни ее культуре, ни языку. Мы с 3 до 10 класса изучали грузинский язык. И я до сих пор могу писать по-грузински и читать, а по-абхазски пишу с большими ошибками. Хотя языком владею очень, неплохо, думаю. Вот.
достаточно неплохо владеете, я знаю. Но когда я приехала в Ростов, у нас сложилась такая молодежная ячейка из кавказцев, Северного Кавказа. Это были адыги, черкесы, это были чеченцы, это ну, весь калейдоскоп представителей кавказских народов. И тут я немножко зажалась, потому что я о себе ничего не знала. Мне стыдно в этом признаться, но никакой подготовки о том, что я из себя представляю, какое место я в этом сообществе могу занимать, у меня не было. Но в это время я познакомилась со своей будущей половинкой, да? ну так скажем. А он был очень в это время, он взрослее меня был и занимался вот каким национальным движением. Старший его брат уже работал в ОБНИ, и отсюда, наверное, вот такие какие-то патриотические настроения, которые меня покорили. И вот, провожая меня в Ростов после каникул, он посоветовал мне пойти в библиотеку и прочитать одну статью, которая появилась в журнале «Дружба народов». Не успела я приехать, я пошла и заказала эту книгу, этот журнал, и прочла эта статья Вадима Кожаного, в которой говорилось об абхазском языке, о его литературе и так далее. И Вадим Кожанов, ссылаясь на знаменитых таких академиков, как академик Мар, Турчининов, сделал какие-то такие гипотезы о том, что абхазский язык, наверное, имел свою письменность. И, наверное, он, опираясь на то, что, вот помните, был такой майкопский камень найден, далеко от Абхазии, но который при расшифровке вдруг заговорил на абхазском языке. А датирован он был несколькими тысячелетиями назад. И это давало основание полагать, что абхазы имели письменность. И он говорит, что, наверное, Дмитрий Гулия, который создал в начале 20 века письменность, был не первооткрывателем. Это меня очень удивило. И прочитав эту статью, я поняла, какая у нас глубокая и далекая история. Это только было, но она сделала во мне серьезный переворот в моей душе, в моем национальном самоосознании. И я хочу сказать, что если я пошла в библиотеку одним человеком, а вышла из нее с очень выровнявшейся спиной, с гордостью и с большой гордостью за историю своего народа. Наверное, это очень важно, потому что это дает основание гордиться, знать свое место, ну, как представитель, и нести ответственность за то, кого ты представляешь. Вот так. Да, ну вот я сейчас просто вот задумалась, да, на самом деле, потому что вот и я, и, конечно же, уже ваши дети уже росли, мы росли, вот и я в той среде, в которой родительской, да, я росла, уже у нас уже это было, вот это сознание, да, того, кто мы, да, то есть это у нас с детства, вот. Да, а тут вы, я понимаю, были этого лишены до этого момента, да? Недавно появилась такая дискуссия в нашем обществе по поводу нового учебника истории, которым кому-то не нравятся какие-то факты, как они я сейчас, и тогда один из защищавших вот этот учебник, он сказал, да вы понимаете, что просто издание «История Абхазии», да, и то было. Вы знаете, так было дорого все, что тогда создавалось нашими учеными, которые открывали нас заново миру. Ведь нашу историю и от нас самих прятали, чтобы мы, наверное, не возгордились ею. И после окончания, наверное, вы хотите у меня спросить о моем творческом, моем пути трудовом, и я, наверное, потом скажу, что судьба занесла меня в ОБНИ. Да, кстати, вот, значит, после института, я вот тут уже иду уже по вашей биографии, тогда в Госбанк, да, вы были, по-моему, распределены? Да, как экономист. Потом уже вы были в АГУП. Кстати, АГУП, я как понимаю, он только открылся, я имею в виду, что как Абхазский государственный университет, и вот вы там еще молодым совсем специалистом начали работать тоже. Да.
То есть вас такого молодого приняли сразу там? Да. Дело в том, что в мое время выпускников вузов распределяли по всему Советскому Союзу. Но поскольку моя половина уже распределена была, мне следовало идти за ним. И меня распределили в Сухум, в Госбанк. Да. Но поскольку я была в законном декретном отпуске, у меня было 3 года по уходу за ребенком. Но такое совпадение произошло, что окончание моего института совпало с открытием Абхазского университета. И вы, конечно, все знаете и нашего абхазского телевидения. И это не упало с неба, потому что за это боролась наша интеллигенция. Здесь были очень серьезные волнения в Абхазии, митинги. Я знаю, что в шахты, чтобы люди не собирались на митинги, закрывали людей. Это очень жестоко. И я окунулась в эту атмосферу, и я знаю, что цена это очень большого труда стоила нашей интеллигенции, чтобы открылся Абхазский университет, чтобы открылось телевидение абхазское, чтобы вы можете гордиться тем, что вы практически с основания АГУ работаете в нем, да? В год открытия университета семья, в которую я попала, ну, они так, как по желанию высказали, что вот хорошо бы было, если бы тебя бы приняли туда на работу. И свекровь мне пообещала, что если меня примут на работу, то она посмотрит ребенка. Да. Я пошла, собрала свои документы, записалась на прием. В это время ректором... к ректору? К ректору, да. Совершенно официально, без всякой протекции, чтобы там за меня никто ни слова не замолвил. Вот опять-таки недостаток моей подготовки, когда я увидела табличку, что ректором этого университета является Анчабадзе Зураб Янурович, я решила, что, не зная истории, что эта личность, это имя мне ничего тогда не говорила. Мне это стыдно сейчас в этом признаться, но так было. Что он принял вас? Он меня принял, посмотрел мои документы и даже по несколько фраз мне сказал на абхазском языке. Потом, конечно, я узнала, кто такой Анчевадзе и так далее. Меня приняли на работу сразу же. В этот год открылось 2 факультета. И юридический, и экономический. Но они не были тогда раздельными, и первый год обучения был совместный. Да, я помню. Да. Кстати, вот читая вашу биографию, также вот открыла для себя, что, оказывается, в научно-исследовательском институте, в котором вы потом работали, был отдел экономики. Да. А потом его упразднили. Да. И вы в нем работали. Да. Сейчас я вам скажу. Он даже назывался отдел региональной экономики. Возглавлял этот отдел Белла Шукриевна Ашуба в то время, когда я пришла. После того, как ее назначили проректором субтропического института, возглавила отдел Нина Ефремовна Бушина. К сожалению, их уже тоже нет в живых, но в этом институте работали и Валерий Шалвович Аршба, который после ухода его на партийную работу в обком, высвободилось вакантное место, на которое меня потом приняли. Я благодарна судьбе, что судьба привела меня в этот научно-исследовательский институт, в котором был сосредоточен цвет нашей интеллигенции. Я проработала в нем 14 лет до войны. В тот год, когда я пришла, даже случился первый пожар в этом 80-м году. Это была, конечно, намеренная акция, чтобы уничтожить нашу историю, наши архивы. И мы спасали оставшиеся материалы, и долгое, года 2, наверное, дислоцировались в вновь выстроенном спортзале в парке Курченко. Все вместе. И от того, что я
имела счастье слышать разговоры, которые в этом велись, в этом институте, слышать много докладов историков, филологов, археологов. Это мне дало очень многое. Это можно приравнять к тому, что я дважды академию закончила по абхазознанию. Все, что я не получила в школе, я дополнила в этом институте. Кстати, в тот период вы еще были, я имею в виду уже 80-е, вот эти годы, да, вот Да. конец 80-х, вы еще были членом Народного форума Абхазии Айтгалера. Да, и вот эта вот работа ваша научно-исследовательская в АБНИ привела к тому, что вот в Лыхнинском там знаменитом письме, да, 89-го года есть вот и ваш такой личный вклад. О чем Да, это? теперь уже об этом можно... Об этом открыто написано в вашей биографии. Да. Я ничего не... Может быть, я ничего особенного большого не сделала, и сегодня уже можно об этом говорить, но собрать такой материал было нелегко, поскольку... А что за материал? Сейчас я скажу, что, значит, чтобы ко мне обратились лидеры Айтгалера, потому что они готовили очень серьезное письмо, и им нужно было прояснить финансовую политику нашей страны до того, как они присоединили нашу республику Грузия. И понизила ее статус. Как все это происходило, в общем-то, с экономической стороны, с финансовой стороны. То есть это начало века надо было, да? Или Да, начало советского периода до 1932 года. Это первая книжка была, а потом были другие статьи позже. Но чтобы получить такой материал, мне сделали направление в архив Совета министров, который находился на Лиселице, и сейчас его, к сожалению, то есть вот к вам пришли лидеры Айтгалера? Да, даже могу назвать Алик Абреков. Ага. Да. И поставил мне задачу такую. Но это же было, я так не открыто, это все-таки было как-то так где-то, вот, да, конечно. подпольно все-таки. Ну, надо было. В тот период, да? А чтобы попасть в партийный архив... А у вас был доступ? Доступ получить в партийный архив нужно было пройти очень большое исследование меня как личности. Анкета, есть ли родственники за границей, кем был отец, есть ли судимость. Хорошо, а что вы указали, как это самое, ну вот это цель вашего исследования? Что вы указали? Ну, написали какую-то тему, которая... так особо не давала возможность мне подойти к этим фондам. И я хочу сказать, что когда я туда пришла, все так настолько это было серьезно засекречено, я должна была завести новую тетрадку, которую пронумеровали, прошнуровали и сургучевой печатью, чтобы я, уходя оттуда, было там столько же листов, сколько написано, и была цензура, а какой материал я выношу. Работа там была очень интересная. Интересная в том плане, что попадались очень интересные документы. Иногда, поскольку я в записи не могла ничего вынести, то приходилось даже что-то заучивать наизусть. На память, да? На память. Или же написать на какой-нибудь бумажке, которую можно было потихонечку вынести. Да. В итоге мы собрали этот материал, и он... Так что попало в итоге в само письмо? В само письмо, вот я же говорю, финансовая политика, направленная на упразднение нашей союзной республики в... То есть там какой-то фактологический, там материал? говорилось и о переселенстрое, который был здесь, там говорилось о тех льготах, которые предоставлялись беженцам, там был народный комиссар финансов, который меня очень покорил тем, что он был высокообразованный и хороший специалист. И народный комиссариат финансов издавал тогда буклеты, книги, отчеты о бюджете, которых сегодня, может быть, мы еще не делаем, а в те годы, в 40-е, 30-е, от руки написанные, а потом изданные отчеты об исполнении бюджета, о планах на будущее, очень много серьезных документов. Иногда среди этих документов попадались совершенно не экономические документы. Может быть, случайно, но они тоже представляли интерес. Даже представилась возможность поехать потом, мы каждый год ездили
в командировку в Ленинскую библиотеку. И когда-то, подбирая, изучая эту тему, тогда ведь не было привычных теперь нам компьютера, картотеки электронные и так далее. Приходилось вот такие ящики перебирать, листочки, от которых уже рябило в глазах. Я случайно открыла такой заголовок: «Финансы на социалистическую стройку» называлось. И это был орган наркомфина ССРА. Еще Союзная республика. Еще Союзной республики. И издавалась эта газета Народным комиссариатом финансов, и редактором этой газеты был Сандлер, не помню его по имени, отчеству, человек с европейским образованием. И газета прерывала свое существование, значит, в 1937 году. Когда я вернулась из командировки и сказала об этом историкам нашим, что вот я такую нашла газету, потому что я не ожидала, что они не знают, что она, такая газета была. Существует. Там был у нас такие ученые Прицкер, Борис Бачгур Иснатович Сагари и так далее. И они мне сказали, что да, вот в наших архивах нигде даже упоминания об этой газете не было. Поэтому целая подшивка газет, которая издавалась 4 с лишним года, вдруг она тоже какой-то луч света на тот период с другой, может быть, стороны, он тоже представлял интерес. И Бачгур Иснатович сказал, что Сандлер был репрессирован в 1937 году, и все его наследие было здесь уничтожено, а там эта газета уцелела. Я думаю, что она и сейчас в библиотеке имени Ленина находится. Да. Диана Шамилевна, ну я так понимаю, что после войны вся ваша трудовая деятельность связана уже с Абхазским государственным университетом, да? И вот конкретно с кафедрой финансы и кредит. Да. Всё. В принципе, это уже послевоенная кафедра, да? Кафедра послевоенная, но я до войны с 1979 года работала в этом университете, потому что... Ну да, мы про это сказали, просто я имею в виду, что после войны уже... Да, после войны я на 3 года работала в Министерстве финансов. В Министерстве финансов, и там был коллектив из 40 человек. В это время министром финансов была Лилия Дугужевна Ганба, а заместителем очень тоже образованный человек и моя землячка Светлана Джигузовна Цвижба. Все, конечно, молодые специалисты очень старались. Они в основном закончили другие специальности, там бухгалтерский учет, там коммерцию, кто-то плановое хозяйство. Но настоящих финансистов, в том числе Лилия Дугужевна, она тоже была не финансистом, она работала в торговле и так далее. Ощущалась необходимость финансистов. Но везде в это время сама эпоха даже изменилась. И финансисты, даже те, кто были финансистами, они были из другой системы, и их знания оказались уже не подходили. И тогда появилась идея создать вот такую кафедру на экономическом факультете в АГУ. И можно сказать... Воспитывать своих финансистов. Для своей финансовой системы. И Лилия Дугужевна обратилась с такой инициативой к ректору, и она была поддержана. И сегодня, почти 20 лет, как существует такая кафедра, которая выпустила уже более 1000 студентов. В этом году мы планируем отметить этот юбилей. То есть, получается, это в 96-м году было открыто? В 96-м году было открыто, в 99-м был 99-200 первый выпуск нашей кафедры. И я могу похвастаться тем, что многие выпускники нашей кафедры уже достигли каких-то определенных высот. Вот из первого выпуска нашей кафедры сейчас министром социального обеспечения является Руслан Аджба, наш выпускник. Сухумбанк возглавляет Агрба, наш студент. Национальный банк
зампредседателя, это Диана Зонтарь Тария. с этого курса, и многие другие, которые достигли определенных успехов в своей профессии. Диана Шамильевна, Да. еще в вашей биографии говорится, что вы обладатель Золотого ордена, артистского, да, Золотого ордена «Сердце отдаю детям». Что это такое? Просто так Для меня было звучит тоже интересно. неожиданностью, что меня в 2014 году пригласили для вручения ордена в День России в Москву. Я не ожидала такого. Но дело в том, что Северокавказское представительство Артийского комитета, оно внесло мою кандидатуру для представления к этой награде. И поскольку мы сотрудничали ряд лет с Кабардино-Балкарским университетом, аграрным университетом, возили туда студентов своих, которые имели возможность присутствовать на их лекциях. Для них были подготовлены специальные программы, участвовать в конференциях, публиковаться и так далее. И я как куратор несколько раз сопровождала их. И, в общем-то, кроме этого, еще, может быть, и супруг тоже каким-то образом уже много лет был связан с Северным Кавказом, и мы готовили многие материалы для издания такой серии книг, которая называется «Знаменитые люди Кавказа». Вот. Потом была еще серия «Знаменитые женщины Кавказа». И, в общем-то, я хочу сказать, что это было на таком серьезном уровне. Дело в том, что многие удостоенные этой награды были и из Израиля, и из Индии, из каких-то других стран. Не говоря о том, что все постсоветские республики тоже были представлены. А вот с Северного Кавказа, вот в этой группе за многолетнюю педагогическую деятельность вот такой наградой «Сердце отдаю детям» я была награждена. Хорошо, у нас еще один перерывчик, и мы опять вернемся. Амтак Ихатину в эфире, Диана Дбар у нас в гостях. Мы уже много времени в эфире, будем немножечко сокращать наши вопросы. Я знаю, что вот уже воспитание детей ваших уже шло в таком абсолютно уже таком исключительно абхазском духе. Я знаю, что вот вместе с сыном, потом уже с дочкой вы сами уже учили язык и открывали для себя поэзию абхазскую, да? Так же было? Так было, да. Вы знаете, очень интересный эпизод произошел в моей жизни, когда я готовилась стать матерью. Я шла мимо 10-й школы, а впереди меня шла абхазская красивая женщина со своим малышом, и они разговаривали на абхазском языке. Я как зачарованная следовала за ними, хотя мне в ту сторону совершенно не надо было идти. И я тогда себе дала такое обещание, что первый язык, который выучит мой ребенок, это будет абхазский язык. Вы это сделали? И я это сделала. Может быть, я беру на себя много ответственности, потому что я бы одна этого не смогла сделать. Был замечательный детский сад Алашара, в котором трудились хорошие воспитатели, которые много души отдавали детям. И ребенок оттуда приносил многие стихи, которых я никогда не слышала. К примеру, вы же никого не удивишь этим знаменитым стихотворением Баграта Шинкова
Пенджерснахичимтан, Унансгурги Дарадзе. Когда он прочитал это стихотворение, я пришла в неописуемый восторг, потому что в школе, да, мы учили пушкинские стихи, они тоже замечательные, но буря мглою небо кроет. Это была чужая зима, а это наша. Это наша, да, такая колоритная. И вот так вот вместе с детьми и в школе, и в садике, тем более еще в Обни, потом абхазская семья, в которую я пришла, вот, которая была наполнена такими абхазскими хорошими традициями, я что-то... Кстати, вот продолжая эту тему, пару лет назад я наблюдала по городу такие вот наклейки, особенно в маршрутках почему-то я обращала на это внимание, где написано было «Апсу, апсыфила фичажола». Да? И только вот сейчас, когда я начала вот готовиться к нашей встрече, к нашей передаче, я поняла, что это все распечатали вы, и вы же это все наклеивали, отдавали маршрутчикам, чтобы они там наклеивали. Что это было? Это такой крик души? Да, именно крик души. Как вы маршрутчиков на это все это сам сподвигли? Что они вам помогли? Это выстрадано, действительно. Когда мы достигли такого необыкновенного, получили такой шанс на возрождение своей государственности, о котором мечтали, на что работало не одно поколение людей, и вдруг мы видим, что уровень нашего национального самосознания, к сожалению, может быть, мы слишком рано успокоились, но наш человеческий ресурс очень мал. И вот на одном форуме абхазо-абазинском один ученый, профессор Абреков, он рассказал о том, что когда-то он на одной из конференций в Европе ознакомился с документом, в котором говорилось, что абхазский народ, как и многие другие малочисленные народы, обречены на исчезновение в этом столетии. Он говорит, это меня весь так огорчило, что я уже ничего не мог слышать и видеть. То есть он так вот точно спрогнозировал, да? Вот это? Нет, не он спрогнозировал. Им раздали раздаточные материалы, и, видимо, эта конференция была посвящена каким-то вот таким демографическим проблемам. И вот он говорит, я уже ни о чем не мог думать, и поэтому вот... И меня тоже это очень, конечно, огорчило такое, и такой прогноз огорчил. И, может быть, я не являюсь каким-то государственным функционером, который там этим непосредственно занимался, но как ваш современник, который с вами идет, я чувствую очень серьезную опасность, которая нависла над нашим языком в таком глобализирующемся мире. И мне кажется, что нужно что-то делать. Вот у абхазов есть такая мудрая пословица «Ужланым чатрхот», когда хотят человеку пожелать процветания, продолжения, перспективы и так далее. Или же наоборот, то это уже конец. И я знаю, что Макяна «Хажланым чатрхот», «Хакуб Макяна», «Уйома аяйра когихагай». Кстати, кто-то может подумать, а почему же, если вы так вот всем советуете, да, вот это вот, собственно, почему мы с вами не говорим сейчас, да. Я сразу говорю, что это была моя инициатива, а вы, на самом деле, вы, как бы, может, вы еще не совсем практикуете, но вы прекрасно говорите. Вы сейчас скажете такой «Курчай с дырца зопаха», но на самом деле, если человек этого не хочет, это никогда не получится. Вы этого хотели, вы этого добились. Да. Диана, еще вот у вас была немножечко, если можно, коротко, вот, я просто не могу об этом не сказать, потому что вы мне, сразу скажу, что вы мне это уже рассказывали, я уже это слышала один раз, вот, о поездке в Нальчик. Вот, была такая поездка в Нальчик в вашей жизни, которая вот вывернула всю вашу душу наизнанку. Да. И опять все перевернулось у вас. Действительно, это было очень знаковым событием в моей жизни, о котором я вспоминаю с большой теплотой и благодарностью. В этом событии принимала участие вся наша семья. Так случилось, что в 1991 году в Нальчике был организован первый всемирный фестиваль абхазо-адыгской культуры.
Наши диаспоры разбросаны по всему миру, вы знаете, за каких обстоятельств. И появилась такая идея пригласить их и собраться на исторической родине. И организовали это в Нальчике. То есть это было как раз за год до нашей войны, а потом ответное было перед войной у нас, вот на стадионе, что было. Да. Ну вот это событие, оно наполнено целым рядом приключений, можно сказать, событий, которые одно на другое наслаиваются, и которые сыграли не только, я уже взрослым была человеком, но сказались на мировоззрении и моих детей тоже впоследствии. В частности, на Инале он участником был. Для участия в этом фестивале поехали туда абхазский ансамбль долгожителей «Нарта». Это была дорога очень интересная. На Театральной площади стоял Икарус, в который приехали в своих черкесках наши прославленные старики. Нарта. Но незадолго до нашего отправления к нам подошла группа людей, которая тоже направлялась туда, и их сопровождала актриса Кабардино-Балкарского театра. А она встречала адыгов, которые ехали из Турции, но через Батум. И она их, узнав о том, что мы тоже едем туда, они попросились, у нас была возможность их тоже посадить в наш автобус, и мы ехали. По пути это в основном были адыги, художники, которые ехали туда со своей выставкой. Среди них было 2 детей, которые были сверстниками моих детей. И я до сих пор помню, как их звали. Мальчика звали Ашхамаху, что на кабардинском языке означает Эльбрус, а девочку звали Ридада, ну, само за себя говорит. Прекрасно. Да. Но еще один молодой художник, который находился среди них, он, как выяснилось, был убыхом. И я впервые видела живого убыха. Я тоже знаю трагедию этого народа, и поэтому меня это очень взволновало. И мне не терпелось показать ему его родину, когда мы доедем до границы, переедем Псу. И когда мы проезжали по Сочи, мы показывали ему эти места. Вот она, твоя историческая родина. Он, конечно, очень сильно разволновался. Он пытался фотоаппаратом снимать прямо на ходу из автобуса, делать съемки какие-то. Так мы приехали в Сочи, и вдруг мне на глаза попался дорожный указатель. Бытха было написано. Мы все знаем, что такое Бытха, что это святилище убыхского народа. Это очень знаковое место. И я попросила водителя остановиться на минутку. И в 2 словах через переводчика ему объяснили, что это за место. И я никогда не могу забыть того ощущения, и всякий раз, когда я об этом кому-то рассказываю, я заново переживаю этот момент, потому что этот молодой парень, он обнял этот дорожный знак и просто завыл, как зверь, от боли, от несправедливости, от всего этого. Но мы не могли там долго задерживаться. Он набрал с газона горсточку земли в пакетик целлофановый, и мы поехали дальше. Там мы разместились в гостинице «Нарт», и наши старики пользовались очень большим успехом. Ну, во-первых, они самые старшие участники были, и поэтому были удостоены разных почестей со стороны. Еще один эпизод, который тоже имеет знаковое, если я не слышу вас. Дело в том, что когда подъезжали гости и их оформляли, в один момент наша группа стариков заходит в холл гостиницы, и я за спиной слышу такой разговор 3 молодых людей, которые говорят: «Ура, псышила и чажут, псышила». У меня мысль была: а кто же они такие, те, кто не знает наших славных стариков? Я обернулась к ним и спросила: «Шараша зустада,
Харахапсуа, Турктулам Пехайтер, Хитачкуншу. Ну, соблюдая абхазский этикет и кавказский этикет, который мы сегодня, наверное, немножко утратили, а они соблюдали это, они не могли осмелиться подойти к старикам так запросто. И тогда я подвела их к нашим старикам и представила их. Тут же нашлись однофамильцы, завязались, они заключили их в свои объятия, и такая встреча состоялась. Один из них был молодой парень Саим Авицба, который пел на этом стадионе «Осара Сапстазара, Сапсадгела Псенра», юный молодой человек. Праздник проходил этот в каком-то особой атмосфере, большой любви, счастья от того, что от общения тех, кто когда-то ушел с этой земли, и тех, кто их встречал. Когда подходил праздник к концу, нас повезли на последнюю экскурсию к Эльбрусу. И там, у подножия Эльбруса, вот эти 3 молодые человека дали клятву, что они обязательно вернутся к себе на родину. Через год... Саим эту клятву, да, он вспомнил. Да, они, может быть, и другие дали, просто о их судьбе мне дальше не стало известно. Но в зимней Гудауте, где мы находились во время войны, на улицах в камуфляже я вдруг встретила Саима. И мы очень были рады нашей встрече, и он тогда сказал: «Сарасыкан скыта, шара шромха умакахсов, гумахсуб гума». Саим уже и сейчас живет в Абхазии, создал семью, и мы очень любим, уважаем его. Татьяна Шамильевна, мы уже заканчиваем, закругляемся. Я знаю, что вот в той поездке вот этот вот номер наших нартов как бы так заканчивался. Начинался, нет. Номер наших нартов заканчивался танцем ваших Инала и Ины. Да. Вот это, то есть детишки как бы, да, вот они вот завершали этот танец. Я уже к чему говорю, знаете, я вот здесь вот у себя, ну, про Инала и Ину хочу сказать, если это возможно. Времени, конечно, немного, но вот я написала просто Инал. И вот вы видите, у меня в тетради просто прочерк и восклицательный знак. Даже, конечно, вот просто даже не знала, что добавить. Ну, все, кто вас знает, знают, какая трагедия у вас в жизни была. И вот это вот, конечно, если говорить об Инале, он был совсем молод, удивительно, да, но талантливейший мальчик, о котором уже можно было много сказать. И при всей своей вот этой вот светлости, о которой много говорят, лучистости, он был, вот, ну, насколько вот я вот помню, был, конечно, не по годам взрослый. Вот у меня вот такое ощущение осталось к тому времени. Я вот, вы знаете, о чем хочу вот сказать, что вы в тот период очень как-то вот достойно вообще вышли вот из всей этой вот ситуации. И, к сожалению, после Инала вот эти вот глупые, бессмысленные смерти наших молодых ребят, они как вот рок нас всех вот преследуют. Вы же, вот, я не знаю, конечно, я знаю, это такая вещь, которая, конечно, я понимаю, это не лечит ни время, ни что-то другое, но вы как-то вот, мне так кажется, вот мне так просто представляется, что вы, ну, по крайней мере, внешне, что вы научились вот жить с этим, не озлобившись, не неся в себе вот какого-то негатива. Как вы вот этому научились, я хочу просто узнать. Вы знаете, конечно, трагическая его судьба, и я в себе тоже не ожидала, что найдется столько сил пережить его. Он прожил ровно 18 лет и 2 дня. Но я была бы счастлива, если бы он на поле брани в войне, тогда я могла бы вдвойне гордиться, что я поэтому говорю, это что одно обстоятельство. Смерти, да. Но я благодарна, почему мы можем держаться так. Я так думаю, что память о нем вот у тех, кто его знал, она очень светлая. Даже вот его поступки, которые он совершал
ну, в сознательном таком возрасте. Нам потом о многих вещах становилось известно. Еще один вот эпизод, связанный с Саимом, когда мы вынуждены были покидать наш город, наш дом, тогда он сказал: «Мама», да, Саим сказал ему, как заклинание: «Иги калар геуаха дунихан шипсад гелан шмиженха убас ткуйту». И Инал это слышал. И Инал говорит: «Мама, Саим ей хазвугалом шадзой». Я сказала: «Инал харапсна халсна хцудзом, харагудотан захахтан хачурыш кахцуд, убасята хубсхан, арлаха икшум шхану убрахташти». Вот. И почему я так держусь? Я надеюсь, что он оставил о себе, не оставил нам позора, чтобы нам было стыдно находиться среди людей и прятать свой взгляд. Не знаю. Несмотря на то, что на будущий год будет уже 20 лет, как его нет, он с нами был всего 18, а там уже 20 лет, до сих пор к нему на могилу приходят его друзья и в день его гибели, и в день его рождения. А это дорогого стоит. И, может быть, благодаря тому, что в мире, наверное, людей хороших больше и добрых хоть на одного человека, чем плохих, мы это горе пережили. У нас была очень большая поддержка его друзей, соседей. Спасибо, что вы его помните. Диана Шамилевна, да. ну, мы еще перед эфиром обещали Ине, что тоже скажем про нее. Она здесь с нами. Инна, на самом деле у вас чудесная и умничка, и все. Я думаю, такая вот гордость для любого родителя. У меня только один вопрос. У меня такое чувство, что вот вы с ней такие вот очень такие, ну, союзники. Вот такое чувство, вот вы союзник с ней во всем. Это так, да? Да. Она очень чуткий человек. Она умеет найти подход к любому человеку. Не знаю, так я вижу, что мало кто называет ее Инна. Может быть, только я ее называю Инной. Для всех она Инночка. Да. Ну, наверное, это тоже дань какой-то к ней любви, может быть. Ну, по абхазскому этикету не полагается хвалить своих детей. Если она чего-то стоит, то пусть они и скажут, наверное, другие. Ну, пока она ничем нас не огорчила. Научилась в 11 классе, ей довелось быть в Америке, да. получить сертификат из рук, как неожиданно, самого Джимми Картера, экс-президента Соединенных Штатов. Это сертификат, говорящий о том, что она является тренером по разрешению межобщинных конфликтов. Это первая публикация там же произошла в центре Картера в штате Джорджия. Это был какой-то импульс для ее дальнейшей работы, которая проявила, может быть, это на благодатную почву как-то вот это упало, выбор ее заниматься конфликтологией. И она потом в этом направлении часто приглашалась на различные летние лагеря, которые устраивались и не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. Вот. Ну, у нее основная деятельность сейчас в парламенте, потом в университете, и совершенно вот недавно она стала еще депутатом городского собрания. Да. Ну что, Диана Шамилевна, спасибо вам большое за беседу, удачи вам во всем, вашей семье. Спасибо вам за приглашение. Я не претендую на какое-то такое... Я не такая большая личность, чтобы удостоить меня такой чести занимать такое длительное время в эфире. Но если я наскучила кому-то своими разговорами, прошу извинения. Такие современники, как вы, на самом деле внушают нам надежду и на лучшее будущее. Спасибо вам за все. Я со всеми прощаюсь. Спасибо всем, кто был с нами.